Сотрудники Минфина решили лично протестировать ведомственный проект по обучению финансовой грамотности. В течение 2 дней порядка 60 специалистов ведомства отложили все, чтобы специально прослушать онлайн-курсы прямо на рабочем месте. Так-то эта программа рассчитана на сотрудников предприятий. Их учат, как планировать семейный бюджет, управлять кредитом, планировать сбережения, инвестиции и так далее. За июнь финансовый ликбез прошли уже 7 предприятий республики, это 266 сотрудников. Многие отмечают положительные результаты. Так, например, работники сократили время на решение личных проблем, улучшили свое благосостояние и защищенность. Работодатели, в свою очередь, отмечают увеличение работоспособности подчиненных. Главное, чтобы у работников все было хорошо, потому что есть какие-то, если финансовые потрясения, либо еще что-то, это всегда отражается и на результате работы. Так что здесь, конечно, работодатель также заинтересован, чтобы у его работников именно все складывалось хорошо и в части управления своими личными финансами, потому что здесь все-таки мы все используем такие инструменты, это и вклады, мы все пользуемся нашими кредитными картами, дебетовыми картами. Вот. И, конечно, я думаю, что мы все заинтересованы, чтобы это инструменты, они работали правильно. Первый день обучения у сотрудников Министерства финансов вызвал много вопросов. Даже для специалистов финансового ведомства было немало открытий. Они подчеркнули важность этого проекта для каждого жителя региона. Несмотря на то, что у нас республика считается одной из самых финансово грамотных в Российской Федерации, но совершенству нет предела. И мы до сих пор постоянно видим в новостях сообщения о тех или иных финансовых мошенничествах, злоупотреблениях различных, неосторожных поступках и трагедиях зачастую личных, которые бывают из-за именно неосторожного обращения с финансовыми, со своими финансами и с теми инструментами финансовыми, которыми предлагает рынок.